Путь этого художника был непрост, но он сумел добиться успеха и всеобщего признания. Сегодня талантливому народному художнику, исследователю Дауду Оздоеву исполнилось бы 59 лет. Большую часть жизни он прожил в Санкт-Петербурге. Здесь же прошла его первая выставка. Мастер работал в разных жанрах, но каждая его картина уникальна и пронизана любовью к Ингушетии. Живопись, графики, портреты, написанные Оздоевым – это приглашение к путешествию по Кавказу. Своеобразная прогулка по любимым местам художника. Светлана Томова продолжит. Чтобы выразить свои переживания и мироощущения, все, что лежит не на поверхности, а таится в глубинах души, художник с помощью кисти и краски создает на холсте. Это действительно необычайные картины. Смотря как в них переливаются цвета, как красиво ложатся тени, понимаешь, почему эти полотна называются произведением искусства. Создать подобные шедевры могут только очень талантливые люди. Одним из них и был народный художник Ингушетии Дауд Оздоев. Где-то в 3-2 классе он начал рисовать, и потом в 5-6 он начал уже ездить в Осетию. Там в школу поступил, приняли его с очень удивительным таким восторгом. И Дауд всегда был любознательный. Дауд Оздоев родился в 1959 году. С малых лет он увлекался художеством, мог нарисовать что угодно и где угодно. Таким образом он оттачивал свое мастерство. Незаурядное дарование подростка нельзя было не заметить. Дауду было 15 лет, когда он впервые пришел в художественную школу. Здесь произошла его встреча с талантливым художником и педагогом Сухиновым, которая повлияла на его творческое будущее. Он стоял у истоков образовательной среды в области изобразительного искусства у нас в республике. Поэтому оставил после себя много учеников, людей, которые занимаются его делом, начатым им. Яркий человек, который мог и умел поддержать и словом, и делом, человек, которого можно было бы учиться и живописи, и рисунку, и образу жизни, потому как он был настоящим патриотом. Дауд учился у великих художников прошлых веков, изучал их полотна и пытался повторить произведения, выставленные в Эрмитаже. Таким образом, живописец наращивал свое мастерство. В начале 90-х годов начинающий художник много и плодотворно работал в различных жанрах. Это пейзаж, портреты и натюрморты, сюжетно-тематические картины, основанные на изучении живописи итальянских, голландских и фламандских художников. Я, может быть, не совсем, не так близок к искусству, да, к живописи, графике. Но когда отец начинал рассказывать про все это, когда приходили гости, ты слушал, как это все происходит, ты понимал, чем это все, как сказать, дышит, да, что там, из чего исходит, какие там смыслы, что значит писать картину, да, в прямом его значении, когда автор что-то пишет в течение нескольких лет, потом в один день все это может перечеркнуть, закрыть и перерисовать совсем по-другому, да, вот как писатели иногда могут свои работы переписать по новой. Это было всегда интересно. Дауд Оздоев решает, что для дальнейшего творческого роста ему лучше остаться жить в тогдашнем Ленинграде, но ему очень хотелось познакомить родную республику со своими работами. Впервые знакомство ингушской публики с этим художником состоялось в 1996 году. Когда ему пришло приглашение из Ингушетии, он собирался выезжать в США для выставки своих новых картин. От творческой поездки в Америку Дауд ожидал немалого коммерческого успеха, но, получив приглашение выставляться на родине, он ни минуты не сомневаясь отменяет столь важную поездку и едет в Ингушетию. Какой бы сюжет, какая бы тема не затрагивалась в творчестве Дауда, обязательно все равно есть элемент его родины, где непременно где-то присутствует башня, что-то исторические факты из нашей истории, поскольку Дауд очень углубленно занимался историей Ингушии, очень много интересного, очень много познавательного можно было узнать от этого человека, поэтому тема Родины всегда в его работах присутствует.
Последние годы жизни Дауд Оздоев серьезно болел, но, несмотря на свой недуг, по-прежнему занимался творчеством. Он написал много новых картин, а также вел исследовательскую работу. Народный художник ушел из жизни в 2014 году. После себя он оставил не только холсты, на которых запечатлена красота Ингушетии, но и добрую память в сердцах своих земляков. Светлана Томова, Новости 24.